слово. Я на трансляцию вышла случайно, открыла ТикТок, и тут ТикТок мне предлагает выйти на трансляцию. Может, рейтинг я повышу. У меня уже где-то 15 уровень. Я только начала трансляцию с 8 марта. Буквально за месяц добилась 15 рейтингов. И там, по-моему, 30. Я не знаю, сколько мне сегодня добавят рейтинга. Я, конечно, умею говорить. Я не боюсь народ. Я не боюсь общаться. Я с удовольствием выхожу в эфир. Некоторые не выходят в эфир, боятся людей, боятся, что слово не свяжут. У меня этого нет. Я умная женщина, как видите, я могу говорить часами. И у меня, вы знаете, мозг работает раньше, чем я говорю. Поэтому я не боюсь говорить. И у меня, знаете, приходят мысли, вот я буду говорить без остановки. Мне первый раз, когда я была впервые на трансляции 8 марта, да, мне кто-то сказал, вы читаете. Я говорю, а как я могу читать? Вот даже на улице, как я могу? Я вот кручу головой, где тут у меня, и как я могу видеть это все вот это? Человек, который читает, у него же другая интонация, понимаете? Потом меня спросили, вы журналист? Нет, я не журналист. Но я могу работать даже журналистом, понимаете? Я человек грамотный, и у меня, как говорится, в карман за словами не полезешь, понимаете? Если человек умный, мне Бог просто ум дает, потому что я людям всю жизнь помогаю, понимаете? И как могу. И мне за это Бог просто дает знания. Я всегда благодарю Бога. Да, я не хожу ни в церковь, не молюсь, но я Богу всегда благодарна. И мне за это Бог дает знания, понимаете? Я ничего не прошу Бога. Слава Богу, все есть, я сытая. Достатка такого нету, как люди хотят. Но я ничего не прошу. Я думаю, что я когда-то заработаю деньги, и будет у меня все. У меня все есть, честно говоря. И любовь есть, и знания есть. Это самое главное.